Sarva Puttara Yudin Ibin Yerevi Ederichat Barikerin Olvahu Bibinin Ülimanya Davardahum Kim Davarda Волжалав. Сунтарский район. Волонтеры изготавливают очередную маскировочную сеть для участников СВО. За последнее время коллектив не только сработался, но и сплотился. В движении Харысхал участвует почти весь Сунтар. Такое впечатление может сложиться, глядя на объем проделанной ими работы. Собираются практически ежедневно. Объединяет их всех предприниматель Надежда Львова. Поначалу мы внесли свои именно личные средства для закупа вот этой вот спанбонда. Спанбонд – это непосредственно тот материал, который нам нужен для плетения, да? И он продается во многих маркетплейсах, поэтому мы закупаем все из своих собственных средств и средств неравнодушных граждан, которые у нас участвуют в плетении, и вообще вот население тоже все время собираем какие-то средства для закупа материалов. Ну, естественно, и гуманитарной помощи тоже. Она и не могла подумать тогда, что ее движение так расширится. Сперва волонтеры закупали теплую одежду и необходимые товары для добровольцев и мобилизованных. Постепенно стали самостоятельно производить различные вещи. Мы назвались Харысхал, и это символично, ведь мы все, кого собрала Надежда, трудимся, плетем маскировочные сети, изготавливаем обереги, собираем гуманитарную помощь для наших земляков, которые защищают нашу страну там, далеко от нас. Нам нравится, как нашу работу организовывают Надежда Григорьевна, Жанна. Есть чувство единения, помощи общему делу. Нам помогают уже в 16 селах разные люди, и стар, и млад. Всенародное это дело. Люди как бы в свое свободное время к нам приходят, и особенно это пенсионеры и инвалиды, и иногда дети приходят, студенты, которые вот в свободное время обучаются и обучают даже других. А вот у самой Надежды Григорьевны времени практически не осталось. У нее собственное дело. Она владеет торговым центром. Как сейчас говорят, социально ответственный бизнес. Свою деятельность Надежда Львова всегда стремилась сделать не только прибыльной, но и полезной обществу. Однако в Абсолют волонтерское движение она возвела с началом специальной военной операции. Откладывать свои дела, это, конечно, приходится, потому что общественная работа, она занимает очень много времени. Приходится каждый день уделять внимание волонтерам, привести, увести, что-то о чем-то договориться. И при том мы еще занимаемся консультативной деятельностью, с семьями, с самими участниками. У всех есть какие-то свои личные проблемы, которые мы вместе решаем. И вот эти вот обращения с каждым днем как бы растет, обращаются, значит, вот это вот между собой они, видимо, как бы передают вот эти вот наши телефоны. Естественно, вот это сложная работа, которая требует очень много с нашей стороны внимания, заботы и много умений и знаний. И бойцы эту заботу чувствуют. Периодически, когда появляется возможность, они дают обратную связь волонтерам. В обращениях к ним неизменно слова признательности. Получаем благодарность от самих военнослужащих, ребят, которые находятся на СВО. И это самая лучшая благодарность, которую мы получаем. И от этого мы дальше, как бы на дальнейшую работу получаем тоже стимул очень большой.
Да, действительно, они выходят с нами на связь через видео и благодарят за то, что они получили наши сети, наши харысхал, это наши обереги, которые мы сами изготавливаем из конских волос. И еще наборы сертом, это тоже якутские действия, обряды, которые мы тоже сами влаживаем в каждую посылку. Между волонтерами и их подопечными сложились практически семейные отношения. Дело не только в том, что они свои, земляки. Многих событий на западе страны коснулись лично. В 1942 году из 3 моих старших родственников 2 вызвались на войну против немецких фашистов и сложили головы на полях той еще войны. Через 83 года теперь уже мой сын, тоже доброволец, погиб на СВО. Мы, матери, дети которых погибли, хотим, чтобы других матерей не коснулась наша боль, чтобы их дети вернулись домой с победой. И как в Великую Отечественную наши матери помогали фронту, и теперь якутские мамы, бабушки трудимся во имя того, чтобы наши родные победили врага. Плетем сети, обереги. Я горжусь своим народом, чьи сыны совершают подвиги, горжусь нашими якутскими женщинами, бабушками, объединяющими усилия во имя победы в СВО. Естественно, я к этому тоже немного тоже причастна, получается. Да? У нас с мужем 3 сыновей и дочка, и старший сын, но он для меня все равно, как бы пасынок, да, но все равно это как бы родной человек все равно. И он работает в Следственном комитете, подписал контракт на полгода. И на данный момент он получил ранение, контузию. Недавно его оперировали, и он проходит дальнейшую реабилитацию в Москве. Естественно, это все равно как бы коснулось тоже нас, нашей семьи. И все равно вот боль матерей, боль жен, все это как бы влияет на меня очень как бы непосредственно, очень сильно. И я начала работу в комитете семей воинов Отечества как координатор в Сунтарском улусе с весны этого года. Малая родина в сердце Надежды Львовой занимает особое место. Сунтарский улус и в советское время был известен своими героями труда и Советского Союза. За время СВО его прославили еще 2 человека. Дмитрий Егоров, которому вручили звезду Героя посмертно. Даже его позывной «Сунтар» отсылал к любимым краям. И Филипп Евсеев, член экипажа легендарного танка «Алеша». Инициативная, как всегда, задает вопросы и, самое главное, очень патриотична. Она очень патриотична. Я вот это заметил, она в любых мероприятиях, когда вот где принимают члены общественной палаты, она начинает с того, что вот меня зовут Надежда Григорьевна, я из Сунтарского района. Да, вот как член общественной палаты она всегда позиционирует себя от своего района. Айлан Винокуров – коллега Надежды Львовой по Общественной палате республики. Вместе с тем он главный координатор волонтеров по республике и не понаслышке знает о деятельности Харысхал. Стать руководителем добровольческого движения, когда люди приходят и безвозмездно помогают, организовать такую работу правильно, каждому найти подход, да, и, как правило, сейчас к такому движению на старшее поколение больше с прорывом подключается. Это довольно-таки сложно. Поэтому у Надежды Григорьевны, я считаю, что вот именно ее личные качества как ответственного, стойкого, да, человека, патриота, мне кажется, и подвигли вот сделать такое движение и организовать такую работу.
Надежда Львова давно известна как активный общественник. Помимо общественной палаты, она участвует в деятельности организации «Деловая Россия» и движения «Матери России». Изначально мне хотелось как бы консолидировать вот эти вот три главных общества, которые у нас существуют. Это общество, органы власти и бизнес. Как-то их объединить и сделать в одно большое вот как бы очень большую вот такую вот помощь для своих ребят. Естественно, мы консолидируемся, мы собираемся, и это очень радует наших ребят. Сегодня Надежда Львова всю себя отдает помощи бойцам на передовой. Чтобы окружить их, насколько это возможно, заботой, она жертвует не только личным временем, но и доходами. В этом ее поддерживают сотрудники собственного предприятия. Мы думаем о том, чтобы все-таки как-то помочь своим как бы людям, ребятам, которые находятся на зоне СВО, и их семьям. Естественно, это, во мне, наверное, как-то сложились эти два человека, волонтер и благодетель. Я давно занимаюсь благотворительной деятельностью, и у нас в организации, в организации есть спонсорский фонд, который годовой, который я полностью сейчас отдаю именно деятельности по СВО. Помимо этого, мы как организация собирали заработную плату однодневную, и к 23 февраля даже загрузили продукты из Владикавказа. Но почему мы выбрали Владикавказ? Это, естественно, оттуда только 2 суток и ездит груз, и оно прибывает к ним в свежем виде, да. Жизненный путь Надежды Львовой подарил ей множество возможностей для самореализации. Тогда в его начале она и не могла подумать, что будет возглавлять одно из самых известных общественных движений своего района. Как в прошлом не могла себе представить, что товаровед-экспедитор станет основателем собственного бизнеса. А начинала свою карьеру она вообще не со связанной с предпринимательской областью. Преподавала детям игру на фортепиано. В любом деле, в любой профессии я стараюсь работать, вкладывая все свои силы. Да. И, естественно, мои ученики, они лауреаты разных конкурсов, районных, республиканских. И для меня это была тоже очень хорошая практика, как уже начинающего работать человека, да, в сфере культуры. И сферу культуры я по жизни его все равно несу даже и в бизнес, и даже волонтерскую работу. Все равно для меня это творческий подход. Перемены в своей деятельности Надежда Львова расценивает как своего рода подарок судьбы, возможность попробовать себя в других направлениях. Хочу много знать, наверное, получить какие-то другие навыки, совершенно которые не присущи моей профессии, вообще меня. Поэтому даже волонтерская работа для меня это тоже обретение новых качеств, новых навыков. Естественно, я перехожу из другой профессии в другую очень резко притом. И эта общественная работа для меня тоже, это была для меня очень резкое решение. Тем не менее, она остается ему верна. Время, деньги, внимание, силы – все это она отдает ребятам на фронте. И продолжать свою деятельность Надежда Львова намерена, что называется, до победного. Очень я тревожилась по поводу событий, которые происходят в СВО. Разделение боли матерей, да, жен, родных, ребят, которые находятся в зоне СВО, да, которые рискуют своими жизнями.
Вот это вот все побудило меня стать волонтером. И вот мне вот у нас в Комитете семьи воинов Отечества есть такая вот задача, чтобы мобилизовать все свои силы и ресурсы, чтобы достучаться до каждого гражданина Российской Федерации, чтобы они хоть немного внесли свою лепту, свой вклад в наше общее дело. Естественно, мы хотим, чтобы победа пришла как можно быстрее.